Сегодня, 5 июля, 80 лет назад, началась Курская битва. В этот день, в 1943 году, немецкие ударные группировки по плану операции «Цитадель» начали наступление на город, что положило начало одному из ключевых сражений Второй мировой войны. Иосиф Сталин говорил, если битва под Сталинградом предвещала закат немецко-фашистской армии, то битва под Курском поставила ее перед катастрофой. Курская битва, длившаяся до конца августа 1943 года, привела к дальнейшему изменению соотношения сил на фронте в пользу вооруженных сил Советского Союза, закрепила за ними стратегическую инициативу и создала благоприятные условия для развертывания общего наступления. Разгром врага под Курском стал важным этапом в достижении коренного перелома в ходе войны. Германия и ее союзники были вынуждены перейти к обороне на всех территориях Второй мировой. Сражались на Курской битве и наши чувашские солдаты. Иван Ермолаев из Ядрина помнит события тех дней, словно это было только вчера. Вот пили этих фашистов под Курска, долго пришлось воевать, но они думали, что отомстят нас за то, что в Сталинграде или в Волгограде они проиграли, и целой армии оставалась в плен, и поэтому хотели хоть вернуть вот это на Курской дуге. Но однако мы уже раз подготовились, я же говорю, подготовились так крепко, то шли мы то границы, то своих границ прогнали фашиста. Именно благодаря смелости и героизму советских солдат 23 августа мы отмечаем один из дней воинской славы – разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Милена Алексеева, Республика.